Так, ну что, друзья, коснемся темы совершения намаза в общественных местах. СМИ везде раздувают эту тему, говорят, что нельзя совершать религиозные обряды в общественных местах. Но давайте обратимся к закону. Что об этом говорит закон? Так, во-первых, 28 статья Конституции Российской Федерации всем гарантирует, абсолютно всем, свободу вероисповедания, свободу выбирать веру или вовсе ее не выбирать, придерживаться какой-то веры, каких-то убеждений, и свободно распространять свои убеждения. Но есть закон. Закон этот называется о свободе совести и о религиозных объединениях. Это закон, на который очень часто СМИ ссылаются и который вызывает как раз таки очень много вопросов. Вот сейчас потихоньку будем разбирать. Вот заходим, вот он закон. Вот мы его нашли, этот закон. Дальше переходим в оглавление и находим ту статью, на которую ссылаются все, кто говорит, что намаз совершать в общественном месте нельзя. Находим вот эту статью 16, религиозные обряды и церемонии. Но прежде чем перейти в эту статью, я уточню, что эта статья находится в главе 3, которая называется «Права и условия деятельности религиозных организаций». То есть, что из этого следует? Что эта глава сейчас будет рассказывать о религиозных организациях. И, соответственно, 16 статья находится в этой главе. Вот мы ее открываем. И что говорит эта статья? Вот как раз самое интересное, что у нас любят СМИ. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершаются, и перечень: в культовых помещениях, зданиях, сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения. В зданиях, сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или представленных им на ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности, а также земельных участков. И так далее и тому подобное. То есть здесь приведен перечень вот таких вот мест для совершения богослужений. Но, ребят, опять-таки, здесь нет запрета на совершение религиозного обряда в иных местах. Это самое главное. Во-вторых, эта норма предназначена для религиозных объединений, то есть для организаций. Она не распространяется на простых граждан. В-третьих, обращаемся к части 5 данной статьи, в которой сказано: в иных случаях публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, включая молитвенные и религиозные собрания, не намаз, собрания, проводимые в общественных местах в условиях, которые требуют принятия мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности как самих участников религиозных обрядов и церемоний, так и других граждан, осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. То есть, если какое-то массовое скопление, какой-то религиозный обряд массово совершается, только в этом случае нужно в целях обеспечения безопасности тех, кто собирается, и тех, кто не собирается, соответственно, делать это с учетом законодательства о митингах и собраниях, и, соответственно, согласовывать это мероприятие. Но для индивидуального намаза, опять-таки, этого делать не требуется. Теперь перейдем в Кодекс об административных правонарушениях, по которой якобы можно привлечь за совершение намаза в общественном месте. То есть получается закон, когда что-то запрещает, то за этот запрет, то есть за ослушание этого запрета, закон вводит какую-то ответственность. В данном случае мы обращаемся к Кодексу об административных правонарушениях. И есть статья 5.26 КоАП, которая называется «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Вот это единственная статья в КоАП, которая предусматривает административную ответственность за нарушение закона о свободе совести, на который мы ссылались ранее. И вот теперь мы заходим в эту статью. И здесь, в этой статье, 5 частей. В первой части воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания
одна часть. Вторая. Умышленное публичное осквернение религиозных или богослужебной литературы. Третья часть. Осуществление религиозной организации и ее деятельности без указания своего официального полного наименования. Четвертая часть. Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства. И пятая часть. Нарушение предусмотренного частью 4 настоящей статьи, совершенной иностранным гражданином или лица без гражданства. То есть нет никакой нормы за совершение намаза. Но на практике, значит, уполномоченные органы возбуждают административные дела по какой статье? По части 4 вот данной статьи 5.26, которая предусматривает осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях. И штраф на физических лиц в размере от 5000 до 50 тысяч рублей. Вот это как раз вот эта вот мера. Значит, что значит эта статья? Эта статья, она направлена на миссионерскую деятельность, на незаконное совершение миссионерской деятельности. Давайте теперь перейдем, что такое миссионерская деятельность. Посмотрим. Понятие миссионерской деятельности. Миссионерской деятельностью религиозного объединения применительно к отношениям, регулируемым положениями федерального закона о свободе совести, понимается деятельность, которая, во-первых, осуществляется особым кругом лиц, в скобках религиозное объединение, его участники, иные граждане, юридические лица, в установленном порядке. Во-вторых, направлена на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками данного религиозного объединения. И в-третьих, имеет целью вовлечения названных лиц в состав религиозного объединения посредством обращения к их сознанию, воле, чувствам, в том числе путем раскрытия лицом, осуществляющим миссионерскую деятельность, собственных религиозных воззрений и убеждений. Таким образом, намаз не является миссионерской деятельностью. В намазе ничего вслух не произносится, вся молитва читается про себя. Нет скопления людей, нет никаких демонстраций, нет никаких митингов, собраний и так далее. Человек просто индивидуально сам постелил коврик, совершил намаз. То есть привлекать его к административной ответственности за вот такое действие оснований в законе не предусмотрено.